Как рождается чудо искусства, как и любой другой вид творчества, из еле уловимых ассоциаций, звуков, красок, тончайших оттенков жизненных впечатлений, неповторимых картин природы. Как неуловимо это чудо перехода картин жизни на творимые руками мастера гобелены. Простой и ясный якутский пейзаж снова рождается на наших глазах, освещенный улыбкой мастера. Именно так в 80-е годы появляется в декоративно-прикладном искусстве Якутии гобелен из конского волоса. Искусствовед Ия Покатилова и художник Надежда Федулова рассказывают об этом. Он, наверное, все-таки связан вот с этим, значит, вот, как мы сказали, с традиционным мировоззрением, да, ведь культ коня у нас очень играл огромную роль, и вот это вот почитание коня, оно все-таки привело к тому, что что-то делали, например, берестяные вещи, да, вот эти пояса, да, они тоже обшивались именно почему-то конским волосом. Это только, можно сказать, в Сибири, это у якутов сохранившееся такое. А вот гобелены вот из конского волоса, это, можно сказать, новый вид, новое направление декоративно-прикладного искусства Якутии. Да? Ага. Оно, можно сказать, связано с именами вот Надежды Федуловой, Жанны Хунгеевой. И вот в конце 80-х годов, да, по-моему, или со второй половины 80-х годов, значит, случайно вы начали работать, это может быть не случайно даже, да? Ага. Обратились к конскому волосу, да, ведь? Помните? А как это произошло? А не случайно, потому что, мне кажется, ничего в жизни случайного не бывает. Потому что все равно имеет какую-то почву. Мы же имеем традицию из конского волоса, глубокую традицию. Генетически может быть заложено. Да, это если мы не мы, да, то кто-то другой все равно к этому пришел. Теплом веет от этих пушистых клубков лошадиной шерсти, которая сосредоточенно, осторожно, сильно и мягко сматывает, перебирает Надежда Федулова. Вслушивается, вдумывается, словно соприкасаясь с теми далекими отблесками ускакавших конских табунов. И этот кропотливый труд и непосредственный контакт с собственной работой позволяют автору вдохнуть в нее свою жизнь, вложить душу и превратить ее в истинное произведение искусства.
еще одна картина, уже из цветных нитей. Это художник Жанна Хунгеева. И вот перед нами уютная деревня с летящими вверх пахучими душистыми дымками. Нежная, вся сотканная из белизны и воздуха невеста. Охота, стремительная, похожая на древние наскальные рисунки. И завораживающий колдовской овал лица, словно из тьмы веков. Знаменитые западноевропейские гобелены, созданные в королевских мануфактурах Фландрии и Франции, издавна служили украшением интерьеров дворцов и замков. А может быть, и у наших предков уже тогда появились первые вещи, сплетенные из конской шерсти. С тех пор прошли века, и рождающееся на наших глазах искусство современного якутского гобелена – это и поиск, и одновременно чуткое, еле уловимое прикосновение к прошлому. Об этом мысли художника Ольги Рахлеевой. Классическим материалом для гобелена служит шерсть. Это материал с большими возможностями, позволяющими достичь богатства цветового колорита и тональных нюансов. Работа над гобеленом достаточно сложная и трудоемкая работа. Непосредственно работе в материале предшествует работа над композиционным поиском, над цветовым решением эскиза. И затем уже начинается поиск цветовых, то есть поиск уже цвета шерсти. То есть художник сам вручную красит шерсть, подбирая ее по тону, по цвету. И когда уже готов эскиз и уже заготовлена цветная шерсть, начинается работа в материале. Ряд за рядом сплетаются в причудливую вязь нити ковровой пряжи. Неуловимо, как отголосок далекого эха, звучит время. И, наверное, не случайно работа ее называется «Земля предков». Вот для гобелена используется необычная пряжа, которой мы вяжем кофты и различные трикотажные изделия, а она идет более немножко жесткая по крутке своей, такая ковровая пряжа. Вот. И там можно ее меланжировать с различной и более мягкой пряжей. И опять-таки, сейчас чисто ее можно купить. Беседа с художницами еще раз доказала, что гобелен, у нас существует. И что, этот вид искусства, конечно, зародился, можно сказать, где-то в конце 20-го столетия, да? И что в перспективе есть у нас действительно
может быть, сейчас громко будет сказано, да, но будет существовать действительно якутский гобелен, потому что на это у нас есть истоки, есть отдельно мастера, знающие секреты, традиции традиционного плетения из конского волоса, и есть уникальные, вот, тем более вот, в лице таких прекрасных женщин, значит, мастеров, значит, профессиональные вот, мастера значит, из конского волоса, значит, вот Оля не только из конского волоса, но и значит, профессиональный мастер гобеленщик, да, текстильщик. То есть они не только вот ограничиваются вот материалом, да, а в своих работах, вот как мы сейчас видели, значит, в их работах мы видим значит, обращение к якутской тематике, обращение, значит, каким-то своим истокам, да, вот, кто мы такие, на что наталкивает, например, даже этот орнамент. И если вот эти художники сами себе задают такие вопросы, это говорит о том, что они не останавливаются на достигнутом. А это можно сказать только вот начало. То, что вот Надя, Жанна, Оля и Лена делают, да, это только начало. И в перспективе, конечно, есть безграничные возможности значит, развития якутского гобелена. Да, время и пространство – вечные категории. И глубинная, духовная общность, тяга к народным истокам, мифологии и фольклору и есть, наверное, то, что рождает чудо искусства. Такое, как эта работа Надежды Федуловой «Этех».